Добрый день, уважаемые родители, будущие родители. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре по теме «Детские психотравмы. Как появляются и что делать?». Меня зовут Твердова Марина Владимировна, я являюсь сотрудником Коми Республиканского института развития образования, методистом Республиканского консультационного центра. Занимаюсь также организацией и сопровождением мероприятий в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей» Республиканского консультационного центра, в рамках которого организован наш сегодняшний вебинар. Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Соболева Илью Евгеньевича, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, психолога-аддиктолога автономной некоммерческой организации «Социальные инициативы». Напоминаю также, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чате, на которые Илья Евгеньевич обязательно ответит в процессе своего выступления. Запись данного вебинара также будет размещена на сайте Коми Республиканского института развития образования во вкладке «Видеозал». Итак, Илья Евгеньевич, вам слово. Дорогие друзья, слышно меня, видно, я на связи. Скажите. Все хорошо, все видно, все слышно. Ага. А то я переживать начинаю, то, что у нас никаких движений нет. Все молчат, аки партизаны. Итак, хорошо. У нас сегодня с вами тема – это детские психотравмы. Детские психотравмы – тема большая, тема очень объемная, и мы сегодня с вами попытаемся ее разобрать, коснуться именно в формате педагогического сопровождения. То есть мы не будем с вами копать слишком глубоко, отвечать на вопрос, что делать по шагам. Мы с вами поговорим о том, почему они происходят, из-за чего, вследствие чего, каков патогенез, да, формирования детских психотравм, как это происходит, каким образом они формируются, и коротко мы сегодня с вами обрисуем путь решения проблем. Что делать, когда мы сталкиваемся с психотравмой у ребенка? У ребенка подопечного, либо у нашего ребенка, у сына, либо у дочки. Так вот, подскажите, пожалуйста, все ли знают присутствующие, что такое психотравма? Что это такое, как она работает, ну и так далее. Вот вообще, слышали ли раньше такое определение, как психотравма? Напишите, пожалуйста. Психотравма. Не просто травма руки и ноги, а травма такого большого структурного процесса под названием психика. Травмированная психика. Как она травмируется? Вот мы сегодня об этом поговорим. Слышали ли вы про такое вот определение психотравмы? Было раньше, присутствует в вашем лексиконе, в ваших императивах? Дайте обратную связь, дорогие друзья. Напишите. Либо да, либо нет, либо слышали, либо не слышали. Да, очень хорошо. То есть мы с вами с этим знакомы, вижу, спасибо. Вы с этим сталкивались наверняка, вы слышали, что это. И сегодня как раз поговорим более детально, более подробно. Вот представьте себе такую историю. Коммунистическая улица, здесь у нас в Сыктывкаре. По Коммунистической улице идет мама. Рядом с ней идет дочка. Они взяли друг дружку за руку. Мама ведет за ручку дочку, дочке 5 лет. Да, маленький ребенок, она идет рядышком, держит маму за руку. Они вместе гуляют по июльскому Сыктывкару. Все классно, все здорово, цветы, погода хорошая. Это не как сейчас у нас, а год назад, получается, было. И вот представьте себе такая история. Мама подходит, покупает дочке сосиску в тесте, дает дочке,
Дочка начинает ее кушать, идут они дальше, дочка маму держит за руку. Мама ведет, соответственно, дочку за собой, держит за руку. Подбегает бродячая собака сзади к ребенку и с вожделением смотрит на сосиску в тесте, которую дочка держит в правой ручке, а левой рукой вот она маму держит за руку, ведет она ее. Происходит следующее. Мама говорит, ну давай, собачку-то угости, дай ей кусочек своей булки и кусочек сосиски. Ну, ребенок отламывает маленький кусочек, дает собаке, собака съедает с благодарностью. Ну, само собой, собака недовольна, собаке хочется еще. Дальше происходит следующее. Мама разворачивается, берет дочку за руку, и дальше они идут по Коммунистической вверх по своим делам. Дочка идет, держит маму за руку. Булочка, сосиска в тесте у нее здесь, она периодически откусывает, но большую часть времени она идет, и рука у нее вот так вот болтается. Собака, получившая кусочек сосиски, видит, что объект сосиской удаляется, и вот эта сосиска еще как назло близко к земле, и ребенок размахивает рукой вот так вот. Но она воспринимает это таким образом, что как будто бы ребенок ее манит. Что собака делает? Собака начинает бежать. Бежать за ребенком и смотрит на сосиску. Смотрит на эту сосиску, смотрит прям как загипнотизированная. Что происходит дальше? Мама, само собой, на это не обращает внимания. Она видит, что собака не агрессивная. Да, собака преследует, да, собака недалеко плетется от ребенка, да, собака смотрит на сосиску, но переживать не о чем. Совершенно не о чем. Ничего не происходит. Да? Но ребенок идет, да, как бы вроде ничего не угрожает, но собака плетется сзади, и собака сосредоточенная, и собака какая-то сконцентрированно смотрит куда-то мне вот сюда, в район руки, и что она туда смотрит, ребенок ведь не понимает. Ребенку 5 лет, девочка маленькая. И вот что происходит дальше. Они идут еще метров 300 вместе, втроем. Мама, дочка, собака и сосиска, вчетвером получается, да, сосиска в тесте. И вот эта процессия движется вперед, метров 300, метров 400, и вот этого всего действия хватило для того, чтобы ребенок вот в данный момент получил психотравму. Что произошло дальше? После этой истории ребенок панически начала бояться всех без исключения собак. Маленьких, больших, дворовых, либо тех, кто на поводке, кого выводят, гуляют. Совершенно без разницы, абсолютно всех. То есть ребенок стал панически бояться абсолютно всех собак. Почему? Собака ведь на нее не напала, собака ведь ничего не сделала. Собака вела себя совершенно спокойно, совершенно доброжелательно, добродушно по отношению к ребенку и просто плелась сзади. Просто наблюдала за этой сосиской, раскачивающейся вот так вот перед глазами моей, потому что рука-то размахивалась у ребенка. Вот ребенок идет, вот рука размахивается, а собака смотрит за этой сосиской, смотрит и бежит. То есть ничего не было, ничего не произошло, но у ребенка появилась фобия. Каждый раз, когда на горизонте стала появляться собака, ребенок начинал плакать, бояться, зажиматься, белеть, краснеть, ну и, само собой, вжиматься в маму и дрожать, буквально дрожать. Мама всего этого испугалась, мама ко мне пришла, мама спрашивает, что делать, как быть, как себя вести, как поступать, я не знаю и не понимаю, говорит мама, да. То есть, что происходит с ребенком, вообще совершенно непонятно. Вот, смотрите, именно в данный момент ребенок и получил психотравму. Вот, как думаете, вот подобные истории, они могут быть, они имеют место вообще для существования? То есть, таким образом, вот человек может получить психотравму? Как выясняется, может. Вот для многих кажется странным, кажется неестественным, кажется чем-то таким сверхвыдающимся, когда вот ребенок на ровном месте схватывает психотравму. Что такое психотравма?
это некое событие, которое ребенок не ожидает, к которому ребенок не готов, событие, к которому ребенок оказался совершенно не адаптирован, и это событие в сознании у ребенка выглядит очень жутко, страшно и угрожающе. Так вот, что произошло? Ребенок идет, и он видит, что собака демонстрирует какое-то странное, нелогичное поведение в отношении самой девочки. И девочке это непонятно. То есть девочка вошла в состояние ступора, в состояние то, что называется когнитивный диссонанс, да? Она не понимает, что происходит, почему эта собака бежит за мной, что ей нужно, что, почему. Она не понимает, что это сосиска, что это собаку манит сосиска. Ребенок просто видит, как некий потенциально, вполне возможно, опасный объект, ну, потому что мама-то рассказывала раньше, что вот собаки могут цапнуть, будь осторожна, будь аккуратна. И ребенок видит, что вот этот потенциальный объект опасный, он плетется за ней, идет и не отстает, и вот просто не преследует буквально, да. Со стороны это выглядит как обычная прогулка, и собака просто бежит рядом, но для ребенка это ситуация ужаса, как оказалось, да. Мы с ребенком очень долго про эту ситуацию разговаривали, я спрашивал, а что ты видела, а как ты восприняла эту собачку, а как ты чувствовала эту собачку, почему ты так на нее отреагировала. Ребенок, ну, там девочка очень подробненько все расписывала, рассказывала, мы с ней рисовали рисунки, классический тест Люшера проводили. И вот данная ситуация для ребенка выглядела очень тяжело и очень жутко. Вот смотрите, психотравма, детская психотравма – это некое событие, которого ребенок не ждал, событие, которое не вписывается в картинку реальности у этого ребенка. И это событие, которое потенциально выступает очень опасным, очень тяжелым и вообще угрозой для жизни, для данного конкретного ребенка в данной конкретной ситуации. То есть ситуация опасная, ситуация страшная, ее ребенок идентифицирует так, эту ситуацию, он ее воспринимает вот так, он к ней относится очень тяжело. И вот что происходит. На протяжении какого-то периода, на протяжении какого-то времени ребенок находится в этом ужасе, в этом паническом стазисе, в напряжении, и тогда мозг запоминает, что вот она ситуация, которой нужно бояться. Именно эта ситуация является источником опасности. И дальше происходит следующее. Запоминаются образы. Собака равно потенциальный источник опасности. То есть мозг запоминает именно такую логику, простейшую логику. Вот появилась травма, и эта травма наложила отпечаток. После этой травмы сформировалось в сознании вот именно что такая программа поведения и программа отношения. То есть мозг уже будет в следующий раз говорить ребенку, если рядом с тобой находится собака, то это потенциальный источник опасности. Почему? Да потому что она может вести себя странно, она может вести себя неадекватно. То есть в сознании ребенка ситуация, когда собака просто бежит рядом и чего-то ей нужно, просто преследует. Вот эта ситуация ужаса, ситуация опасности. И дальше у ребенка в сознании формируется некая поведенческая модель. То есть если собака будет рядом, от собаки нужно убегать, собаку нужно бояться, к собаке нужно относиться максимально осторожно, а лучше вообще обходить стороной. То есть психотравма – это мало того, что некая вспышка, некое событие. Помимо всего, это событие формирует некую поведенческую модель, некое отношение к реальности в дальнейшем у ребенка, связанное с конкретными объектами. Вот смотрите, вот в данной ситуации объектом стресса, объектом напряжения, объектом ужаса выступала собака. В
качестве предмета напряжения было осознание того, что данная собака может меня укусить. Либо она просто за мной преследует, и сейчас, может быть, она в меня вцепится, либо что-то еще. То есть там уже сознание додумывает. Это вытаскивать надо из ребенка, по идее. Так вот, смотрите, если мы говорим про детские психотравмы, то самое важное здесь, самое интересное заключается в том, что психотравмы происходят совершенно на ровном, на пустом месте. То есть они могут происходить когда угодно, где угодно, при каких угодно обстоятельствах и в каких угодно условиях. Многие считают, что психотравмой является насилие. Да, бывает, да, является. Но здесь нам нужно понять, идентифицировать, что такое насилие. Насилие ведь бывает разное, бывает физическое, бывает эмоциональное, бывает ценностное насилие, бывает такое пролонгированное, насилие в виде ответственности. Оно разное бывает. То есть детские психотравмы, они бывают настолько вот различными. То есть в тот момент, когда ребенок чувствует, что его границы продавили, что происходит нечто такое, что было ребенком не запланировано, и вот это нечто вызывает у него ужас и ступор, вот это мы можем смело называть психотравмой. Если ребенок был не готов, потенциально не готов, он не ожидал, в его картине мира раньше не было такого, что перед всем классом его могут отчитать и высмеять. Если ребенок к этому был не готов, если ребенок с этим раньше не сталкивался, и для него ситуация потенциального высмеивания перед всем классом, осуждения перед всем классом, если для него эта ситуация является опасной, и эта ситуация для него является новой и непонятной, ну тогда мы можем с вероятностью где-то до 90% сказать, что подобная ситуация, если ребенок в ней окажется, будет выступать в качестве потенциальной психотравмирующей. То есть велика вероятность, что именно в этой ситуации ребенок схватит напряжение и получит психотравму. Пусть небольшую, пусть не сильную, но схватит. Если ребенок не привык к тому, чтобы мама повышала голос на ребенка, то есть в модели поведения мамы на протяжении многих лет не было такого, чтобы она повышала голос. И вот что ребенок может сделать. Ребенок может в данный момент вот как раз-таки воспринять эту ситуацию как потенциально ненормальную, как потенциально тяжелую, потенциально страшную и получить травму. Вот теперь давайте поговорим, чем опасна травма. Так, теперь, дорогие друзья, участники, мы с вами определились по поводу термина, по поводу определения. Всем ли понятно, что такое психотравма? Всем ли понятно, что она собой является и каким образом она может происходить? То есть еще раз, психотравма – это некое событие, которого ребенок не ожидал. Это некое событие, в которое ребенок попал, не желая того, то есть это не было им запланировано, и это событие является потенциально опасным, потенциально страшным и непонятным для ребенка. Если это событие было в длительной перспективе, то есть на протяжении какого-то ощутимого, внушительного отрезка времени, то тогда мы совершенно точно можем сказать, что ребенок получит психотравму. То есть маленькую, большую, тут вопрос второй, даже третий. Самое главное, что он ее получит. Здесь мы с вами разобрались. Да? Давайте дальше. Следующий вопрос. Какие последствия могут быть в результате психического травмирования? Последствий может быть огромное количество, но в первую очередь это, конечно, поведенческие последствия. То есть поведенческие последствия заключаются в том, что ребенок будет предпринимать те или иные усилия для того, чтобы с этой травматической ситуацией как-то справиться. Ну вот, например, мы имеем мальчика, у нас есть мальчик 9 лет,
И этот мальчик подвергается периодическим нападкам со стороны учителя в школе. Ну, точнее как, для учителя это совершенно нормальный, естественный педагогический процесс, чтобы там ребенка как-то обозвать, перед всем классом высмеять, сказать лодырь, бездельник или, ну что еще, там, может, предатель, ты коллектив предал, да. А для ребенка это является ужасом, это является очень серьезным таким вот, очень серьезными фразами, которые рождают дикое напряжение, непринятие и сопротивление, и повергают его в состояние полного стазиса, причем такого панического стазиса, да. И вот какая штука. Каждый раз, идя в школу, на урок к этому преподавателю, ребенок уже будет потенциально понимать, что он может снова попасть в эту ситуацию ужаса и страха, и в эту ситуацию напряжения. То есть он потенциально понимает, что вот я сейчас приду в класс, и вполне возможно будет ситуация новой фрапации. То есть учитель будет меня фрапировать вот этими самыми. Лодырь, бездарь, бездельник и так далее. Психотравма может быть даже не связана с самим ребенком. Она может быть связана с неким впечатлением, которое ребенок получает на уроке. Ну вот, например, ребенок видел, что перед всем классом высмеяли некого Колю. И этот Коля плакал, этому Коле было плохо, и остальные ребята начали над ним смеяться. У ребенка автоматически появляется страх. А вдруг меня вот так же? А если со мной то же самое произойдет? Что же будет? Какой кошмар! Вот ему страшно. Вот он только что схватил небольшую травму. И вот какая штука. У ребенка формируется в сознании некая ситуация напряжения, которую он впоследствии будет как-то отрабатывать. То есть последствия поведенческие, когда мы сталкиваемся с психотравмой, могут быть следующие. Ребенок эту ситуацию будет либо избегать, либо в ответ агрессивно нападать, либо ребенок будет старательно притворяться ветошью, притворяться, ну, условно, бездействующим. Он будет полностью принимать, как бы капитулировать перед ситуацией и не делать ничего. Да, я бездарь, да, простите меня, пожалуйста, да, он будет соглашаться с этим совсем. То есть вариантов поведения, изменения поведенческой стратегии может быть всего лишь 3. Первое – это ребенок будет избегать ситуации, ну как, заболевать специально перед уроком, да, отсиживаться на задней парте, притворяться каким-то больным, нездоровым, ссылаться на важные неотложные дела, специально на эти дни брать какие-то отгулы по уважительной либо псевдоуважительной причине, лишь бы избежать вот этой ситуации позора. Вот. То есть реакция избегания, она свойственна огромному количеству детей. Вторая реакция – это реакция нападения, взаимного нападения. Ну, это вот каким образом? Ребенок может потенциально выступать в качестве ответного агрессора на учителя, либо на ребят в школе. То есть, ну, в принципе, на любой источник опасности. Причем агрессия может быть даже превентивная, может быть, защита может включаться даже при полном отсутствии какой-то угрозы. Ну вот, например, ребенок, приходя в класс, ведет себя очень вызывающе, очень ярко, очень надменно, пытаясь тем самым немножко унизить других учеников. Знакомо? Видели это? Ну, наверняка видели. Что происходит дальше? Дальше ребенок начинает вот эту модель поведения запоминать и усваивать ее в качестве некой парадигмы защиты. Ну вот, например, какая парадигма защиты здесь может быть? Я хочу, чтобы все считали меня надменным для того, чтобы никто ко мне не подходил. Или я специально пытаюсь доказать им, что они тупые, для того, чтобы чувствовать себя умным.
для того, чтобы чувствовать себя лучше. То есть здесь идет защита через встречную агрессию, встречное нападение. Угу. То есть вот это на самом деле самая здоровая реакция из всех. Здоровая, в кавычках, конечно же, она связана с тем, что если ребенок вот таким образом защищается от внешних угроз, от потенциальных психотравмирующих ситуаций, то он переживает впоследствии легче. Если же ребенок ничего не делает, а он только избегает этих ситуаций, ребенок будет болеть. Причем болезнь его будет перетекать в самые разные формы. И психосоматическую форму, вот как мы в прошлый раз с вами говорили, а также болезнь может перетекать уже на невротический уровень. Могут появляться тики, может проявляться расстройство желудка-кишечника, могут начаться болезни, связанные с кожей, может начаться, ну, там целый спектр, на самом деле, заболеваний, который может проявиться вследствие того, что ребенок испытывает слишком большой стресс и никак этот стресс не реализует и не прорабатывает. То есть агрессия, встречный вызов – это, наоборот, хорошо. То есть ребенок свою энергию расходует, ребенок свою энергию реализует в нужной степени, да. Если же ребенок вообще ничего не делает, то тогда эта ситуация становится тяжелой, травмирующей. Ну и третья реакция, собственно, да, это капитуляция. То есть капитуляция – это когда ребенок сознательно избегает, точнее, не избегает, он соглашается, он смиряется с тем, что да, я плохой, простите, пожалуйста, извините меня за все, да, я двоечник, да, я бездарь, и он начинает играть эту роль. Вот это тоже очень плохо, последствия, думаю, здесь вам всем понятны, то есть ребенок совершенно не умеет отстаивать и защищать свои границы, если он будет реализовывать такую модель поведения. Так что последствия могут быть разные. Последствия могут быть и средней, и тяжелой степени тяжести, да. Поэтому нам нужно, конечно же, понимать и знать, все здесь варьируется от ребенка, все здесь зависит от того, как лично данный ребенок растет, развивается и какие у него выработаны механизмы защиты и отработки тех или иных ситуаций. Хорошо. Итак, мы с вами проговорили про то, что такое психотравма, как она проявляется, формируется и закрепляется, при помощи чего. Мы с вами поговорили про то, что это реакция на некую ситуацию неожиданную. Поговорили о том, как психотравма проявляется и реализуется. Реализуется она через поведение, через потенциально защитное поведение, да. Защита может быть либо через агрессию, либо через избегание, либо через капитуляцию, когда ребенок начинает соглашаться с этим. Соглашаться и играть роль жертвы в тех ситуациях психотравмирующих, когда это происходит. Психофизиологические последствия могут быть самые разные, но самое тяжелое, самое страшное здесь все-таки это поведение. То есть я хочу здесь обратить ваше внимание. То есть когда мы говорим про последствия психотравмы, мы здесь должны понимать, что модальность поведения ребенка меняется в худшую сторону, несомненно. Очень редко бывает, что в результате непроработанной психотравмы ребенок самостоятельно может выстроить правильные поведенческие модели работы в данной ситуации. Да? Это бывает достаточно редко. В основном дети, они начинают себя грузить. В основном дети начинают прорабатывать вот эти ситуации, так как умеют, так как меня научили. Кто научили? Родители, мама, папа или телевизор, да. Если в телевизоре регулярно он смотрит какие-то агрессивные мультфильмы и боевики, то вполне возможно у него встречная реакция будет как раз-таки встречное нападение, агрессия на психотравмирующие события. Если у него в семье и в окружении модель поведения, наоборот, избегающая, то, скорее всего, вероятнее всего, он тоже будет избегать. Если же у него вообще никаких моделей не было, он будет просто замирать и капитулировать. Скорее всего, так. Последствия для жизни здесь, я думаю, вы сами понимаете.
Здесь мы видим, что человек в результате вот этих психотравмирующих событий, в результате вот этих накопленных психотравм, он может быть либо вечным воином, борцом, непонятно с кем, непонятно за что. Да? Вот видели таких вот в жизни людей, которые все время постоянно борются с кем-то, постоянно что-то доказывают. На работе, в личной жизни, своим детям, маме, папе, друзьям. Причем в совершенно таких вот ситуациях, где спорить-то не надо. Какой лучше сыр, с какой плесенью, с синий или с зеленый? Я сказал синий, а мне нравится зеленый. Да нет, да ты не прав. И начинается навязывание позиции. Да? То есть таким людям живется достаточно тяжело. И общаться с этими людьми очень тяжело. Если ребенок постоянно реализует вот такую форму защиты в виде встречного нападения, тогда мы, скорее всего, получим вот такого человека, который будет жить в перманентной агрессии, в перманентной борьбе. Непонятно с кем, непонятно за что. То есть борьба ради борьбы, так называемая, да? Если же мы имеем человека, который постоянно убегает, постоянно избегает психотравмирующих событий, и если мы имеем дело с таким человеком, который делает это на постоянной основе, на регулярной, да, то у него эти модели поведения закрепляются, у него включается постоянная доминанта в виде избегания этих ситуаций, да, и тогда мы имеем человека, который совершенно категорически не может жить самостоятельно и решать проблемы, решать взрослые вопросы. От любого сложного вопроса, от любой задачи он будет убегать. Он будет сознательно от нее дистанцироваться и искать обходные пути. Как бы этого не делать, как бы вот это не допустить, как бы это делегировать, от этого бы мне отойти, да? Поэтому здесь очень важно деток своих приучать к тому, что проблемы решать нужно, проблемы решать можно, но главное самое делать это экологичным путем, спокойным путем. Хорошо. Так, дорогие друзья, какие есть вопросы на данный момент из того, что мы с вами проговорили? То у нас какая-то тишина в комментариях, никакой реакции нет. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, ваше понимание, насколько вам близко, насколько вам понятно все то, о чем мы говорим. Может быть, есть сопротивление, может быть, есть вопросы, есть какое-то несогласие, что такое психотравма, что такое травмирование и последствия, и результат. Мгм. Вот, хорошо. То есть, еще раз, травмирование ребенка происходит в самых разных ситуациях, в самых разных обстоятельствах, и порой предугадать это достаточно сложно. Особенно если вы не мама и не папа, если вы, допустим, педагог, либо если вы тренер, либо если вы просто нянечка, либо вы в данный момент находитесь с ними в качестве вожатого, и вы их сопровождаете, да. То есть для того, чтобы предотвратить психотравмы, для того, чтобы не допустить их появления, вам, конечно же, нужно знать ребенка очень-очень хорошо, в деталях и подробненько понимать картину его страхов, картину его предпочтений и картину того, как вообще устроена жизнь у него в сознании, в его понимании. Да? Ну, допустим, если ребенок растет в ситуации постоянной любви, если в доме никто никогда не ссорится, не дерется, и мама с папой друг друга целуют, ребенка обнимают, то ситуация, когда взрослый на этого ребенка где-то на улице, либо в торговом центре, либо где-то на детской площадке вдруг начнет кричать и поднимать голос, а еще и материться, ну ты такой, да, у ребенка будет ступор, шок, и это может выступить в качестве потенциальной ситуации травмы. Вот, то есть и в идеале расчистить поляну, расчистить пространство вы не сможете. Не получится у вас избежать в целом всех психотравм. Но главное, что можно делать, главное, что нужно обязательно действовать и исследовать, общаться с ребенком, общаться и разговаривать.
для того, чтобы научиться его видеть, его слышать, его понимать, понимать его картину мира, понимать его картину реальности. То есть в этой реальности есть очень простые правила. Кто такой я, что такое внешний мир, кто такие взрослые и что такое хорошо, что такое плохо, что такое можно, что такое нельзя. Вот вам нужно четко понимать вот эту картинку реальности, которая разворачивается в сознании у ребенка, да, для того, чтобы с ним все эти ситуации подробнейшим образом отрабатывать, закреплять и понимать, в какой ситуации он получит травму или нет. Ну, например, если вы четко знаете, что ребенок боится змей, то, соответственно, в террариум вести его нельзя, да, потому что, вероятнее всего, вы нанесете ему травму. Или вы знаете, что ребенок живет в ситуации, когда он живет в семье, где испытывают определенные финансовые трудности, то есть семья нуждающаяся, семья, допустим, многодетная, мама, папа зарабатывают мало и денег не хватает, и ребенок ходит, ну, в вещах так себе. Ну, не то, что так себе, ну стареньких, поношенных вещах. И при этом в классе есть дети, которые ну, зарабатывают, у них родители неплохо зарабатывают, родители имеют доход высокий, может быть, высокие должности, может быть, они бизнес свой имеют, ну и позволяют себе одевать ребенка, ну, получше. Как говорится, дадим то, чего у нас не было, да. Тут еще вопрос, хорошо ребенку от этого или нет, большой вопрос. Так вот, если вы видите ребенка, который растет в семье нуждающийся, малообеспеченный, и при этом одноклассники у него вот такие, которые из достаточно обеспеченных семей, вы уже можете предположить, что в общении с этими детками ребенок будет себя сравнивать. Свой внешний вид и внешний вид этих детей. Он будет оценивать, и оценка будет не в его пользу, не в лучшую сторону. И очень велика вероятность, что здесь, в этой ситуации, ребенок может получить травму. Особенно если дети, ну, дети, они жестокие, дети не обладают нужной степенью эмпатии, их все равно нужно ограничивать. Дети все хорошие, но дети прямолинейные. Дети то, что чувствую, то, что вижу, то и говорю, да. И дети не задумываются о том, ну, о последствиях и о том, что чувствует другой человек. Поэтому дети могут быть достаточно жестоки. И дети могут обидеть ребенка, и это нанесет ему травму. Поэтому, зная вот эту ситуацию, вы можете провести изначально работу с этим ребенком, ну, допустим, по поводу осознания себя, работу касательно принятия себя, принятия своей внешности и принятия внешности других детей. И объяснить ему, что это неплохо, и что это не значит, что он плохой, что это не значит, что там вы чем-то отличаетесь. И то, что будут говорить эти детки, на это обращать внимание не нужно. Они таким образом самоутверждаются. Да? То есть тут уже дальше такая превентивная работа идет. Либо посттравматичная работа. Вот, но мы сейчас про превентивную работу говорим. В общем, смотрите, как предотвратить, как сделать так, чтобы ребенок не получил психотравму. В идеале вы его не спасете, вы его никак не ограничите. То есть он в любом случае будет как какие-то травмы маленькие хватать, но ваша задача все равно видеть, знать и понимать внутренний мир этого маленького человечка. Понимать его ценности, понимать его приоритеты, понимать его внутренние стереотипы, его внутренние модели, шаблоны относительно того, как устроена реальность. И касательно вот этих вот моделей выстраивать взаимоотношения с ним и взаимоотношения этого ребенка с окружением. Сложно, знаю, а куда деваться, а что же делать? Наша с вами задача, она непростая, никто не говорил, что будет легко. Поэтому идеальную превентивную работу здесь мы выстроить с вами не сможем. Самая главная ваша задача – это понять внутреннюю картину реальности у деток. И весь процесс общения и взаимодействия выстраивать так, чтобы процесс был, ну, не то чтобы
гладок и встраивался в эту модель. Нет, у вас это не получится. То есть модель будет меняться. То есть вот, смотрите, вот есть картинка мира у ребенка. В его картинке мира вот солнце, вот трава, вот мама, вот папа, вот хорошо, вот плохо. В течение жизни эта картинка будет меняться, она будет перестраиваться. Но если она будет перестраиваться резко и губительно, и травматично, какие-то важные механизмы в этой картинке могут сломаться, какие-то важные объекты, да, они могут сломаться, и ребенок может по этому поводу вести себя впоследствии, ну, не совсем адекватно. Поэтому надо сделать так, чтобы картинка мира у ребенка менялась, дополнялась, но не рушилась, не ломалась. Для этого первое, что нужно делать, это ребенка узнать. То есть общение, общение, общение. Диагностика, диагностика, еще раз диагностика. Через понимание, через сочувствие, через сопереживание. Вот это очень важно. То есть сопереживать ребенку нужно, понимать его картинку реальности надо. Ну, потому что это наш долг, потому что это наше поле работы. Мы сами вступили на этот путь, и отказаться от него будет уже преступлением. Хорошо. То есть, что такое психотравма, мы разобрались. Как получают психотравму детки, мы поняли. Какие последствия разобрали коротко. Как не допустить и как предотвратить, тоже в целом мы с вами проговорили. Теперь заключительный вопрос. Как от психотравмирующего события избавиться? Ну, вот это на самом деле вопрос на сессию семинаров, 10 семинаров двухчасовых минимум, ну или название учебника, или название целого курса лекционного. То есть тут вот за 10 минут, конечно же, я вам не расскажу, но если коротко, надо сделать так, чтобы ребенок вот к этой новой реальности адаптировался. То есть что такое психотравма? Это некая модель, которая была ребенку чужда, непонятна и вызвала страх, вызвала напряжение. То есть она была для сознания ребенка потенциально опасна. И он у себя ее в голове очень-очень сильно раскрутил. Так вот, что делать? Как себя вести, да, чтобы у ребенка картина реальности изменилась? Самое главное, нужно ребенка к этой реальности и к этому психотравмирующему событию, нужно его адаптировать. То есть каким образом? Вот этот объект, вот это действие, вот это событие, которое раньше было тяжелым и травматичным и опасным, от него ни в коем случае нельзя убегать. Вот запомните, пожалуйста, все, а лучше запишите. Если мы или наши дети, совершенно не важно, мы те же самые дети и есть, по большому счету, только взрослые. Если от страха мы будем убегать, то страх будет усиливаться. Страх будет владеть нами полностью. И страх будет вступать в свои права уже на 100, 120, на 130%. Если вы хотите поработать с этим страхом, от него нельзя убегать, в него нужно, наоборот, медленно и постепенно погружаться. Медленно и постепенно, медленно и потихонечку. Вот здесь как раз действует ряд методик. Физиологические методики, методики, связанные с восприятием объекта, методики, связанные с анализом объекта. Их достаточно много. Ну вот, например, метод систематической десенсибилизации. Вот как с этой девочкой у нас происходило, которая боялась собак, 6-летняя. То есть, когда она получила травму, ей было 5 лет, когда они ко мне пришли, ей было 6 лет. Что мы делали? Мы искали собачек, маленьких собачек, сажали этих собачек на максимально безопасное расстояние, делали так, чтобы эта собака никуда не могла убежать, уйти, и сажали ребенка в противоположный угол помещения. Ну и сидим, и сидим, и сидим, и сидим, и сидим, и сидим. Ребенок сел на диван, сидит, рисует, сидит, играет, с ней разговаривает мама.
и включает периодически мультики, телевизор. И тут в этот момент заходит подруга у мамы, а на руках у подруги шпиц. Маленькое вот это вот чудовище лохматое, пушистое, с маленькой мордочкой, да. То есть там не собака, там одно название, что это собака, но собака. Ребенок сидит на диване, видит, что вошло чудовище в комнату, и ребенок сразу начинает напрягаться. В этот момент ее начинают успокаивать. Тихо, тихо, мы собачку не будем отпускать, собачка к тебе подбегать не будет, нет, нет, нет. И подруга мамина со шпицем на руках садится на стул в противоположный конец комнаты. И сидят, и сидят, и сидят, и сидят, и сидят. Задача сделать так, чтобы ребенок адаптировался. Что такое адаптировался? Привык. Привык к тому, что психотравмирующий объект находится здесь, рядом, но он в безопасности. То есть я в безопасности относительно него. Он мне ничего не угрожает, он мне ничего не может сделать. Он сидит на руках, и все хорошо, и все в порядке, и все нормально. И при этом ребенок рисует, при этом ребенок что-то делает. Первоначально ему сложно делать, но потом ребенок включается, вовлекается. То есть постепенно сознание привыкает к той мысли, что вот данный объект не является источником опасности. И он не является продуцентом напряжения. Дальше происходит что? Дальше происходит следующее. Ребенку в какой-то момент становится скучно. Это принципиальный важный момент. После этого, это не в этот день даже происходит, это может происходить через день или через неделю. Расстояние между ребенком и объектом напряжения, вот этой самой собакой, вот этим шпицем, чудовищем, да, начинает сокращаться. То есть подружка со шпицем на руках подсела поближе. Не вплотную, ни в коем случае, но поближе. У ребенка снова испуг, снова страх. Что такое? Почему? Почему это вот чудовище? Я раньше его боялась, но теперь так близко. Но в процессе того, как шпиц сидит на руках, мамина подруга его не выпускает, гладит, шпиц не проявляет никакой агрессии, никакой активности, он просто сидит на руках. И вот тут ребенок начинает потихонечку привыкать, расслабляться. И если ему снова становится в какой-то момент скучно, дальше происходит новое сближение. Логика ясна? Вот это называется систематическая десенсибилизация. Если кому-то интересно, почитайте, полистайте эксперименты. Можете почитать эксперименты. Один из самых известных экспериментов называется «Маленький Альберт». Сам эксперимент и последствия эксперимента. Такие эксперименты производил Скиннер, производил Бандура, производили другие психологи знаменитые. У нас в России достаточно много было подобных экспериментов, связанных с детьми. Очень известные эксперименты Мухиной 70-х годов, по поводу них там даже фильмы были сняты. В общем, все это работает. От любого напряжения психотравмирующего можно избавиться. Задача с этим работать. Но самое главное, от объекта страха, от объекта напряжения, от объекта травмы отдаляться нельзя. Надо наоборот потихонечку, по чуть-чуть сокращать с ним дистанцию. Потихонечку входить с ним в контакт. Для того, чтобы происходило привыкание, осознание и адаптация. Главное – это выработка адаптации. Главное – это выработка новых правил поведения и новых правил мышления относительно вот этого объекта. Хорошо. Какие у нас есть вопросы, дорогие друзья? Тема большая. Я ее вот сейчас то есть рассказывать можно очень-очень много. Мы сейчас вот так вот по верхам пробежались. Вот что такое психотравма, как она формируется, из чего она состоит, логика, периодика, как предотвратить коротко и как избавиться.
Вот какие сейчас у вас есть вопросы? Давайте пишите, давайте задавайте, спрашивайте. У нас еще есть минут 5. Что неясно, что непонятно? Может быть, хотите поспорить с удовольствием, с превеликой радостью. Готов ответить на все вопросы, на все жалобы, замечания, предложения. Так, хорошо, ладно, тогда вопросов у нас нет. Я думаю, что потихоньку мы будем заканчивать. Сегодня мы поговорили про детские психотравмы. Если будут появляться какие-то вопросы, вы обязательно мне пишите. Обязательно обращайтесь. Любые вопросы имеют место быть. Любые вопросы нужно озвучивать, нужно спрашивать. И это, собственно, основа движения вперед. Без вопросов оно никуда. Не бойтесь показаться глупыми. Самое худшее, когда человек сталкивается с реальной ситуацией, и он не знает, что делать. Вот в тренировочной ситуации тут можно, конечно, поступать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо большое Республиканскому консультационному центру за возможность с вами поработать, с вами выступить. До встречи. До свидания.